Это сейчас жизнерадостный шестилетний Захид, сидя на коленях у Владислава Щебенкова, может просто встать, пройтись и даже бегать, пока мама набирается новых знаний на семинаре. А совсем недавно мальчик не мог даже сдвинуться с места. Диагноз, о котором мать не любит говорить, приковал бы непоседу к инвалидной коляске. Возникла такая проблема, что мой ребенок заболел. И ему нужен был постоянный курс массажа. Каждые 2 месяца были постоянные курсы массажа. И я решила, почему я сама этого не могу сделать. Зачем это, во-первых, и очень большие траты, и переезды постоянные. Уже 3 года Мадина Албагачиева – региональный представитель Ассоциации «Казачья здрава» по Северному Кавказу и одновременно ученица профессора. Президент ассоциации Владислав Щебенков приезжает к нам в Ингушетию 2-й раз подряд. С помощью специальных методик массажа профессор народной медицины учит и оказывает помощь всем желающим в лечении самых разных заболеваний. При этом применяются травы, настойки, бани и горячие ванны. Оздоровительные услуги оказываются как детям, так и взрослым. С чем приходят пациенты, чаще всего это нарушение осанки. То есть мама приносит своих детей, у которых сколиозы, кифозы, почти у всех относительно укорочения конечности. То есть у нас были ситуации, когда мы вытаскивали даже детей, выравнивали ноги, у которых укорочение было 4,5 см и 5 даже. Очень большой процент пациентов во взрослом состоянии – это когда боли в спине, это когда межпозвоночные грыжи, когда ишиаз, ноги болят. Плюс боли в животе, когда есть смещение внутренних органов, болевые, опущение почки. Сейчас очень большой процент увеличился в последнее время, это по бесплодию. Женщин сейчас очень много идет. Да, правим живот, правим осанку, там другие препараты, которые такие народные. Филиалы ассоциации открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах. Методы, рожденные в казачьей среде, помогавшие спасти раненого солдата с поля боя, остаются эффективными и по сегодняшний день. С этого года их развивают и в нашем регионе. Последний визит профессора прошел здесь в июне. 8:30 утра, и возвращался я в комнату только в 2 часа ночи, правда. Это факт, потому что людей не бросишь. Это казачья медицина, это боевая, в самом деле, которая позволяет воина быстро поставить на ноги, потому что я еще являюсь, например, инструктором в ОМОНе нашем по тактической медицине. С 10 утра до 5 вечера проходят конференции и семинары для всех желающих, а затем до 2 часов ночи прием пациентов. С Владиславом Юрьевичем приехали врачи из разных городов, которые практикуют методы ассоциации. Основное, с чем я сюда приехала, это доклад по теме применения пиявок и сочетания их с лимфотропной терапией. То есть я соединила эти 2 методики, постановку пиявок и лимфологию. И, в общем-то, хочу сейчас рассказать людям, что из этого получилось. Лечить можно любые заболевания, и заболевания дыхательной системы, и неврологию, и гинекологию, и, в общем-то, все что угодно. Стараемся людям рассказать, как не болеть, как не доходить до этих ситуаций, которые заставляют нам прийти в больницу и решать вопросы, то, что мы сегодня называем диагнозом. Абсолютно спокойно можно любого человека научить быть здоровым. 80% можно взять контроль над своим здоровьем самостоятельно. Вопрос – вернуть людям знания и показать инструменты, которые помогают к этому прийти успешно. Участвуют в конференции не только врачи и жители нашей республики, но и гости из разных регионов страны. К примеру, Эльвира Ходкова приехала из Карачаева-Черкесии. Делится, что до знакомства с народной медициной много болела, не раз лежала в больницах, пока не узнала об учебно-оздоровительном центре «Казачья здрава» и уже 3 года состоит в его ассоциации. Узнала многое по поводу дополнительных БАДов, которых можно применять в нашей оздоровительной практике, которые мы уже применяли, но знания обновились. Плюс еще новые знания получила, которые, в принципе, я где-то слышала, но не вникала еще в их разработки, скажем так. Очень много новых знаний получила. Не жалею о том, что приехала. У Марии Талдиевой история схожа. Сильные боли в области таза, шеи и в ногах не давали спокойно жить. Плюс 3-летняя дочка с диагнозом ДЦП, пока не обратилась к казачьей народной медицине. Могу посоветовать то, что мы проходили. Это массаж жимыха, стимулинотерапия, хиджама. Настоятельно рекомендую все эти методики, ознакомиться с ними, применять их не так от случая к случаю, а вообще пусть это будет вашим образом жизни, так скажем. Семинары пройдут в доме номер 28 по улице Хаутиева. Там же начнется прием пациентов. В регионе врачи пробудут до 18 ноября, но, как надеются и сами пациенты, и участники конференции, этот визит будет не последним. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.